Сбежавший из психбольницы шаман Габышев оказался в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах. Александр Габышев должен был находиться в психиатрической лечебнице в Новосибирске, но каким-то образом добрался на Урал. Якутский шаман Александр Габышев странным образом оказался в Екатеринбурге, хотя должен находиться в психиатрической лечебнице в Новосибирске. Он уже задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. По данным собеседника издания, Габышева привезли в психбольницу в городе. При этом информации о побеге из новосибирской лечебницы не поступало. Как Габышев оказался на Урале, пока не ясно. В полиции пока не прояснили загадочные обстоятельства. Габышев называет себя шаманом. Он несколько раз собирался добраться в Москву, чтобы, по его словам, свергнуть действующую власть с помощью обрядов. В прошлом году он ранил бойца Росгвардии, и на него возбудили уголовное дело. Но судмедэкспертиза признала Александра Габышева невменяемым, поэтому заключение под стражу ему заменили на принудительное лечение. Официальных комментариев от ГУ МВД России по Свердловской области о задержании пока нет. Шаман Александр Габышев сбежать из психиатрической больницы в Новосибирске не мог. То, что сейчас распространяется информация, что его якобы задержали в Екатеринбурге, обратите внимание, что это человека, называющим себя шаманом Александра Габышева, задержали. Мало ли кто там начал себя называть шаманом Александром Габышевым. Но то, что такие информационные столпы российского медиапространства, как «Коммерсант» и телеграфное агентство Советского Союза распространяет эту информацию, наталкивает меня на мысль, что это фейк, вброшенный спецслужбами, чтобы сбить тот огромный, так сказать, поток интереса к судьбе Александра Габышева и той акции, когда люди посылают ему в ноябре открытки, посылки, письма, стараясь поздравить его с днем рождения 22 ноября. А вот это своеобразное поздравление Саши, нашего уважаемого Александра Габышева, со стороны спецслужб.